Ну, в первую очередь обращаем внимание, получается, в частности я, обращаю внимание на сеттинг. То есть на то, как одеты все, на то, что их окружает. Допустим, мы можем вспомнить конкретно один сериал «Последнее королевство», где и в первых сериях уже нам показывают крепость Бабенбург. К этой крепости ведет дорога. Дорога непростая была, а с колеей и натоптанная, так скажем, машинами. И сразу видно, что и ширина, получается, этой дороги не соответствует обычным телегам. Костюмы те же самые, то есть доспехи, латы не соответствовали, получается, действительности своему периоду. Это современные прически и прочее. В порядке вещей становится. То есть бывают такие прям довольно-таки глупые перлы. Несоответствие дат, то есть когда жил Рагнар и когда был разграблен, допустим, Париж. Но моя любимая эпоха — это по большей части античность и высокое средневековье. Это получается 10, 12, 11 века и греческий сеттинг. И больше упор делают как раз таки режиссеры, те же самые голливудские. Упор все-таки на мифологию. «Индиана Джонс» мне очень нравится, как фильм, действительно. Но вот сам Индиана Джонс как археолог, как историк, не нравится совсем. Потому что, что делает Индиана Джонс? Он просто все разрушает. Когда он заходит в ту или иную пещеру очередную, он просто идет дальше, не обращая внимания на окружающие его вещи. Он не отмечает, получается, не фиксирует те или иные сооружения, не использует, получается, и такие инструменты, как фотоаппараты, а в археологии фотофиксация — это вообще очень важная деталь. То есть действительно до того, как появились более-менее хорошие фотоаппараты, археологи все время рисовали. Допустим, далеко ходить не надо, археология Якутии и наш местный, один из самых первых таких археологов, Алексей Павлович Окладников, он, получается, ходил с художником. И все открытые им, получается, наскальные рисунки те же самые он обязательно фиксировал. И более того, делал еще кальку с этих наскальных писаниц. Могу посоветовать ту же самую Трою. Троя, она у всех на слуху. Создатель фильма все же сделал упор на историчность. Попытался приблизить, получается, сеттинг, в первую очередь, который был присущ, собственно, Бронзовому веку и как раз-таки Троянской войне. Как таковых книг, которые описывали бы, получается, работу историка или археолога, лично я не знаю, возможно, зрители могут подсказать. Вообще, любовь к истории мне, получается, как бы сказать, заложили, опять-таки, те же самые фильмы. Такой фильм, как «Гладиатор». Он заинтересовал зрителя, допустим, меня. И, конечно же, тот же самый фильм «Троя» и Александр Македонский, Александр Великий. Такая яркая личность не могла быть просто мною проигнорирована. И после просмотра фильма я загорелся желанием узнать об этом человеке побольше. Действительно, история не такая, как в фильмах про Индиану Джонса. И археология тоже. Это вы должны понимать. Но, тем не менее, история — это очень интересная наука, потому что историю создают люди.